Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на улице Сибгата Хакима. Я не буду ничего делать. Неуправляемый автомобиль вылетел на пешеходный переход. Похитил из хранилища 230 миллионов рублей. Полицейские разыскивают бывшего руководителя офиса банка в Казани. И поможет ли раскаяние? Вещи украдены где? Часть возвращена. То есть часть продал, сейчас возвращена она уже. Задержан подозреваемый в краже иконы с золотом из храма. Это и не только. Прямо сейчас. Вылетела с дороги после столкновения и едва не сбила пешеходов. Серьезная авария произошла минувшим вечером на пересечении улиц Нигматуллина и Сибгата Хакима. По рассказам очевидцев, автоледи за рулем Hyundai Solaris не пропустила встречный автомобиль при попытке развернуться. С места события репортаж Айрата Назипова. После столкновения отечественный автомобиль вылетел на бордюр и остановился аккуратно на пешеходной дорожке. Благо людей в этот момент там не было, и просто чудом никто не пострадал. А участников аварии от серьезных травм уберегли сработавшие подушки безопасности. По предварительной версии, автоледи за рулем Hyundai Solaris пытался развернуться на улице Сибгата Хакима. Маневр оказался таким неудачным, что она ударила Ладу Веста. Почему девушка не пропустила встречный автомобиль, она объяснять отказалась. Я не буду ничего делать. Авария, произошедшая в вечерний час пик, серьезно затруднила движение на этом участке дороги. Иномарка осталась стоять поперек проезжей части, не давая проехать другим машинам. Чтобы убрать свои автомобили, участникам столкновения пришлось дожидаться на месте эвакуатор. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Еще один автомобиль вылетел с дороги после столкновения на проспекте Ибрагимова. Крупная авария с участием «Шевроле Авео» и «Лады» 14-й модели произошла под мостом возле одного из разворотов. Удар был такой силой, что иномарка снесла металлические ограждения. Подробности в материале Матвея Опросина. Сразу после произошедшего на место аварии прибыла карета скорой помощи. Впрочем, на госпитализацию никто из водителей не согласился. Каждый из них остался дожидаться дорожных инспекторов в своем автомобиле. Хотели донести до сотрудников ГИБДД свои версии произошедшего. Одну из них о причинах аварии рассказала родственница водителя «Шевроле». Он говорит, я на зеленый ехал и разворачивался. Вот эти два ряда стояли. И в него летел 14. Она тут прямо, получается, ехала, да? Она с автобусной полосы ехала. Девушка, управлявшая «Ладой» 14-й модели, заявила, что не нарушала правил дорожного движения и выехала на разрешающий сигнал светофора. Признается, что избежать удара с ее стороны не было никакой возможности. Он на большой скорости улетел меня. То ли разворачивался, то ли он прямо хотел ехать, не знаю. А вы уже не тормозить ничего не успели? А я даже его не видела. В результате аварии оба автомобиля получили многочисленные повреждения с разных сторон и потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Матвей Опросин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 5 автомобилей столкнулись минувшим вечером на улице Чистопольская. По рассказам участников аварии, собрать всех вместе им удалось благодаря водителю Toyota Camry, который уснул за рулем. По предварительной версии, сначала иномарка ударила автомобиль «Ладу Веста». После этого водитель резко вывернул руль вправо, где в это время проезжала «Шевроле Авео». Последнюю по инерции отбросила вперед. Автомобили получили сильные повреждения и перекрыли большую часть проезжей части. В результате происшествия никто не пострадал. Отвлекся на секунду от дороги и попал в аварию. 3 машины столкнулись по принципу домино минувшим вечером на мосту «Миллениум». Предполагаемый виновник столкновения рассказал, что даже не нажимал на тормоз. Настолько неожиданно перед ним встали машины. Обо всем по порядку в репортаже Рамиля Шайдуллина. Спереди машина начала притормаживать, я начал притормаживать. Потом слышу сзади хлопок такой, потом уже у меня. Авария произошла в вечерний час пик. В это время на мосту «Миллениум» было весьма плотное движение. Увидев, что впереди идущие машины притормаживают, водитель «Лады Гранта» нажал на педаль тормоза. Уже через секунды в заднюю часть его автомобиля пришелся удар. Вот сзади, который Королла, водитель говорит, что он говорит, вообще, походу, не притормаживал. Удар такой сильный, он сам видит. В «Ладу» врезалась Toyota Corolla, в которой, в свою очередь, врезалась «Лада Приора». Предполагаемый виновник аварии ответственности своей не отрицал. Мужчина говорит, что не тормозил, так как не ожидал остановки впереди едущих автомобилей. Ехали по навигатору. На секунду, можно сказать. Повернулся и смотрю, все. Пробка была. На второй передаче, что ли, ехал, километров 40, максимум 50. Участники аварии считают, что никто не пострадал лишь благодаря такой невысокой скорости «Лады Приора». Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Женщина, переходящая дорогу по пешеходному переходу на улице Карла Маркса, попала под колеса Форда Фокус. Рассказать, почему не остановился и не пропустил пешехода, водитель иномарки не пожелал. Сказал только, что серьезных травм она не получила. Тем не менее, врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, посчитали нужным госпитализировать пострадавшую в больницу. Степень вины водителя теперь будут устанавливать автоинспекторы. В сети появилось видео момента смертельного столкновения, произошедшего на улице Ершова. Напомним, трагедия с участием автомобиля «Шкода» и военного КАМАЗа произошла накануне днем. Как видно на кадрах, большегруз начал разворот через двойную сплошную. Все попытки водителя иномарки избежать удара оказались тщетными. Он скончался на месте происшествия. Похитил 230 миллионов рублей из банка, в котором работал. Правоохранительные органы Татарстана разыскивают поляха Олега Станиславовича, бывшего руководителя офиса банка «Открытие» в Казани по подозрению в многомиллионной краже. Недостачу в хранилище заметили сотрудники службы безопасности кредитного учреждения при ревизии и сообщили об этом в полицию. Под подозрение пал бывший директор филиала. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». На вид разыскиваемому 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие. Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, полиция просит сообщать по номерам, указанным на экране. Серию квартирных краж раскрыли казанские полицейские. 3 молодых человека сознались, что проникали в чужие дома, вскрывая оконные рамы. Где-то просто заходили через дверь, замки были не закрыты, и брали все, что представляло для них ценность. За плечами одного из них, 23-летнего уроженца соседней Башкирии, как установили полицейские, довольно большой послужной список. Ленар Гинатуллин продолжит. А каким образом проникали в дом? По-разному. С помощью отвертки. Открываешь окно. Именно таким способом сознались задержанные. Они проникли в частный дом 2 сентября, открыли окно подвала, похитили 2 телевизора, кошелек с деньгами и что-то еще. Хозяин дома сообщил о краже в полицию сразу, как обнаружил пропажу, и уже через несколько дней подозреваемые были задержаны. За что задержали? За ограбление. За ограбление? 3 молодых людей от 23 до 27 лет. В ходе допроса они признались, что похищенных вещей у них уже нет. Крали не для того, чтобы хранить у себя. Похищенных куда отдавали? Сбыт ломбард. Как выяснили полицейские, один из задержанных, 23-летний уроженец Башкирии, причастен еще к 5 схожим преступлениям. В их совершении он признался сразу. Вину свою признаете, получается? Вину признаю. И подробно описал способы проникновения в чужие жилища. В одном из случаев он просто зашел в дом, так как входная дверь была открыта, а в другом выдавил пластиковое окно 2-го этажа и похитил деньги, в основном валюту. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Все уголовные дела были объединены в одно производство. Подозреваемый, которому вменяется совершение серии преступлений, по решению суда арестован. А другие подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Ленар Гинатуллин, вызов 112. Возможного похитителя иконы Святой Матроны из храма Александра Невского задержали казанские полицейские. Впрочем, саму икону нашли быстро, она лежала у храма. Злоумышленника больше интересовали золотые изделия, находившиеся в ней. Их при задержании подозреваемого тоже нашли, но не все. Альбина Минибаева о том, действует ли покаяние на Уголовный кодекс. Чем скрывали? Выдавив окно. Он во всем признался, как на исповеди, и даже раскаялся, но отпустить грехи в этом случае может лишь Уголовный кодекс. В полицию обратился настоятель храма Александра Невского и заявил, что похищены иконы Святой Матроны и золотые изделия, которые находились в ней. Ценность они имели весьма земную, ущерб оценили в 33 тысячи рублей. В ходе осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и следы обуви возможного преступника. При обходе прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили похищенную икону. Золотых изделий в ней уже, естественно, не было, но это не помешало полицейским установить местоположение подозреваемого. 29-летнего молодого человека задержали в Йошкар-Оле. При нем была часть похищенного золота. Сейчас продал, сейчас защищена она уже. То есть на руки продавали, не ломбард, что ли? И на руки, не ломбард. Все изъятое приобщено в качестве вещественных доказательств к уголовному делу по статье «Кража». За подобные деяния она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учитывая, что задержанный уже был ранее судим за аналогичные преступления в Саранске, Вахитовский суд Казани принял решение отправить подозреваемого под арест.
Альбина Минибаева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.